Людмила Игоревна. Дорогие сотрудники музея, дорогие гости, я рада всех поприветствовать вас на открытии нашей выставки и на юбилее нашего музея. Когда Майя Ивановна выступала, я думала, если мне вдруг предоставить слово, я знала, что в основном ректор должен будет выступить, думала, вдруг мне слово тоже дадут, я для себя как-то планировала, о чем мне сказать. Сначала хотела сказать об особенностях работы музея, о многообразии тех выставок, которые есть. Майя Ивановна об этом все сказала. Дальше я думаю, может быть, сказать мне о тех вечерах, которые проводятся. Майя Ивановна сказала. Потом я думаю, ну точно можно сказать о большой работе Майи Ивановны в качестве издателя многих книг. Да? Ну вот. Тут же Майя Ивановна переходит прямо вот, и получается, что все, о чем я планирую сказать, Майя Ивановна уже все продумала. И я думаю, а как же я рассчитывала сказать больше и лучше, чем человек, который посвятил свою жизнь и всю свою энергию и любовь отдал музею? Неужели я рассчитывала сказать больше, чем Майя Ивановна? Вот. Поэтому я думаю, если о музее все сказано, то Майя Ивановна, как скромный человек, о себе никогда ничего не скажет. Поэтому я думаю, вот насколько тяжело быть руководителем. Что значит быть руководителем? Ну, если вот просто разобрать вот по функциям, с такой научной точки зрения, да, это планирование. Все мероприятия запланированы заранее, я не знаю, на сколько лет вперед, и эти планы, они выполнялись всегда много лет. Дальше, кроме планирования, это организация. Организовать можно мероприятие, можно знать хорошо объект, но на любую выставку, к которой мы приходим, она сделана с такой любовью, что как будто Майя Ивановна не просто знает этого человека, не просто хорошо относится к нему, она искренне любит этого человека и все свои силы посвящает человеку, которому посвящает выставку. И вот эта любовь, она всегда ощущалась во всем. Да? И вот сначала я знакомилась с некоторыми через выставки Майи Ивановны и думала, что это я просто случайно попадала на тех любимых людей, ну, которым лично Майя Ивановна хорошо запланировала. Но, наверное, у Майи Ивановны очень широкая душа, она любит всех. Все выставки сделаны с большой любовью, и эта организация, она вызывает восхищение. Третье – это мотивация. Я подумала о том, что значит мотивировать. Мотивировать можно собственным примером, собственной работой. И даже тем, как она относится к себе самой, как она всегда выглядит, да, всегда при полном препарате, да, аккуратно, изысканно, обаятельно. И вот мы, когда смотрим на Майю Ивановну, мы понимаем, что это нас мотивирует быть лучше. Наверное. И еще одна функция – контроль. Контроль, и, собственно, как можно контролировать? Можно жестко контролировать, можно обижать людей, да? Но настолько тактично осуществляется контроль. Ну, я не видела всякого. Поэтому, как руководитель, Майя Ивановна, я не знаю, тоже может служить примером руководителя. Вот. Но у меня не было возможности поздравить лично Майю Ивановну, только заочно надеюсь, что Владимир Валерьевич передал все слова и хорошо поздравил. Вот. Но все-таки еще раз хотела бы поздравить вас с вашим юбилеем и пожелать оставаться такой же обаятельной, энергичной, любящей свою работу. Вот. И надеюсь на то, что у вас всегда все будет хорошо. Спасибо большое.